Исмагулов прошелся по гонорарам UFC. Бигзат Алмахан выступит уже в эти выходные. И что с соцсетями Перейры? Расскажу вам об этом и не только я, Алена. Всем привет, друзья! Это Найзадай Ньюс. И вы на волне громких новостей из мира ММА и бокса. Чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси подтвердил, что бой с Хамзатом Чимаевым состоится в ближайшие месяцы, друзья. У нас, говорит, есть дата. Точнее, две потенциальные даты. И я дал согласие на обе. Многие спрашивают, будет ли бой в этом году. И да, 100%. Ждать осталось недолго. Скоро будет официальный анонс, заявил южноафриканец в интервью Сиасу Дю Плесси. Он также опроверг слух о травме, из-за которой якобы бой был под вопросом. Я не знаю, откуда это взялось. Сначала было даже забавно, теперь это просто смешно. Мы оба дали согласие давно уже. Сейчас я жду контракт. Поединок пройдет в течение 2, максимум 4 месяцев. Все зависит от выбранной даты. Ранее бой ожидался 28 июня на UFC 317, но из-за сообщений о возможной травме Дю Плесси появились сомнения. Теперь чемпион заверил, он в строю и готов к защите. Чемпион WBC в среднем весе Карлос Адамос заявил о желании подняться в суперсреднюю категорию и провести бой с американцем Эдгаром Берлангой, передает Sport KZ со ссылкой на The Ring. Лучший бой, который можно было бы организовать, это мой поединок против Берланги. Это был бы зрелищный бой. У него есть мощь, и у меня тоже, заявил Адамос. 31-летний доминиканец любит, когда его называют чемпионом, но до сих пор не встретился с Женибеком Алимхановым, который является обладателем титулов WBO и IBF. Ранее Адамос уже задумывался об отказе от титула и переходе в более высокую весовую категорию. При этом он все еще не исключает боя с Женибеком, который также рассматривает возможность смены дивизиона. Казахстанский боец Бигзат Алмахан проведет второй бой в UFC 11 мая на турнире UFC 315, то есть уже в эти выходные. Его соперником станет канадец Брэд Каттона. Поединок в легчайшем весе пройдет на арене Белл Центр в Монреале. После неудачного дебюта эксперты ожидают, что Алмахан выйдет в октагон максимально заряженным и мотивированным. По их мнению, его агрессивный и универсальный стиль станет серьезной проблемой для прямолинейного Каттоны. Для Бигзата это шанс заявить о себе и взять первую победу в крупнейшей ММА-лиге мира, да еще и не на территории соперника, друзья. Поэтому давайте дадим жар в комментах, поддержав Бигзата. Уже 28 мая выйдет первый эпизод 33-го сезона ТАФ, культового реалити UFC, где бойцы сражаются за контракт с лигой. Напомню, друзья, в этом сезоне в числе участников экс-чемпионы лиги Найза Алиби Идрис и Даниил Донченко. Для ребят это шанс заявить о себе не только в клетке, но и на глазах у миллионов фанатов по всему миру. Первые бои, первые интриги и первая кровь уже 28 мая. Экс-чемпион UFC Алекс Перейра неожиданно намекнул на возможный конфликт с лигой, заявив, что разочарован услышанным за кулисами и подумывает даже о завершении карьеры. «Я всегда принимал вызовы UFC, но если они хотят играть со мной, мы можем. Я никогда не говорил о них плохо, но то, что только что я услышал, меня обескуражило. Это может быть началом конца», написал Перейра в соцсетях. Однако позже боец заявил, что его страницу якобы взломали. И все эти слова не его. Вопрос повис в воздухе. Действительно атака хакеров? Или это всплеск эмоций, о котором Перейра потом пожалел? Бывший боец UFC Дамир Исмагулов рассказал, что гонорары в главной ММА-лиге мира оказались куда скромнее, чем ожидалось. По его словам, выступления в UFC не приносили прибыли. Все заработанное уходило на подготовку. «Я весь гонорар тратил на подготовку, а когда PFL предлагает в 5 раз больше, начинаешь задумываться». В итоге UFC узнали, что я веду переговоры с PFL и чуть-чуть занозили, заявил Исмагулов в интервью «Вестник ММА». Казахстанский легковес выступал в UFC с 2018 по 2023 год и провел 7 боев, одержав 5 побед. После ухода из лиги он провел поединки в Hardcore FC и Алаш Прайд, а также попробовал себя в профессиональном боксе. На этом у нас пока все. Если появится что-нибудь интересненькое, обещаю, я сразу к вам. Всем пока и крутейших выходных!